Главные события уходящего четверга, 13 февраля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. В России изменились правила использования материнского капитала. Расскажем, какие нововведения появились. В Якутии тем временем продолжаются отчеты правительства перед населением. Узнаем, какие вопросы членам Кабмина задают в Мирнинском и Ленском районах. Более чем в 2 десятках случаев подтвержден вирус гриппа А в Алданском районе. Расскажем подробнее об эпидобстановке. Так куют победы. В Жатайском техникуме стартовал отборочный этап чемпионата «Профессионалы» по 2 компетенциям. Стали известны даты проведения в Москве главного якутского праздника Эсэха. Праздник белого изобилия традиционно пройдет в парке Коломенское. Министерство экономического развития России прогнозирует увеличение производительности труда на 21% в течение следующих 6 лет. Рост будет обеспечен за счет развития технологий, кадрового потенциала, инфраструктуры и экспорта, а также повышения инвестактивности. Успех этой инициативы, по мнению министерства, напрямую зависит от государственной поддержки. В рамках нацпроекта до мая ответственным министерствам предстоит разработать отраслевые программы повышения производительности. Эти программы должны определить приоритетные направления, разработать инструменты бережливого производства, устранить административные барьеры и предложить меры стимулирования роста производительности. Оценку пригодности жилья нужно будет проходить перед покупкой дома, его части или таунхауса на средства мат-капитала. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу. Заключение о пригодности жилья должно быть оформлено не ранее, чем за 1 год до подачи заявления на оплату покупки. Подобный документ будет обязательным и при строительстве или реконструкции частного дома, а также при уплате первоначального взноса и погашении основного долга по ипотеке. Закон, ужесточающий требования к покупке жилья с использованием мат-капитала, начал действовать с января. Документ был разработан с целью ограничить семьи от ситуации, когда им предлагали купить на средства господдержки жилье, непригодное для проживания. День родного языка и письменности отмечается сегодня в Якутии. Торжественные мероприятия завершились заседанием в Государственном театре оперы и балета. Собравшихся поздравил глава республики Айсан Николаев. Произнося речь, он отметил роль республики в развитии страны. Сохранение якутского языка, поддержание традиций и обычаев являются частью государственной политики республики. Айсан Николаев отметил, что все это находит отражение в кинематографе, печатных изданиях и, конечно же, в образовании. Глава республики сегодня нам дал именно посыл, и поставил задачи, чтобы все и муниципальные образования, и государственные органы работали для того, чтобы, начиная с семьи, школ, мы занимались именно развитием наших языков. И в этом плане я хотел бы сказать, что именно семья является основой для того, чтобы дети владели своим родным языком. Самобытность народа в его культуре. Сохранить язык, культуру и традиции коренных малочисленных народов Севера помогает Алроса. На протяжении многих лет компания уделяет особое внимание арктическим районам, где проживают коренные малочисленные народы. Подробности в сюжете далее. Этнокультурное разнообразие коренных малочисленных народов Севера сохраняется в мультимедийных источниках, книгах и результатах исследований. С 2023 года Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Якутии весомую поддержку оказывает Алроса. В декабре 2024 года стороны подписали второе соглашение, направленное на охрану языков, культурного наследия и сохранение традиций и обычаев. Мы благодарны, во-первых, компании «Алроса», потому что мы пролонгировали соглашение о взаимодействии в области сохранения культуры, языков коренных малочисленных народов Севера. И мы продолжаем сотрудничество в части проведения различных мероприятий, организации различных форумов, хранения традиций, издания научной литературы, детской литературы, подготовка мультимедийных сборников и так далее. То есть большое соглашение подписано, и мы будем дальше продолжать
Первое трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано между компанией «Алроса», правительством республики и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Якутии в 2023 году. За это время было реализовано 8 крупных проектов по созданию аудиовизуального фонда языков коренных малочисленных народов Севера, оцифровке рукописных памятников, выпущены книги и мультфильмы. Компания поддерживает коренные малочисленные народы Севера, реализуя различные долгосрочные программы и финансируя научные проекты. Второе соглашение станет продолжением данной истории. В рамках второго соглашения будут профинансированы мероприятия общественных объединений коренных народов. Все мероприятия у нас, как и в первом соглашении, направлены на именно сохранение языка, культуры, самобытности народов Севера. «Алроса» широко поддерживает коренные малочисленные народы Севера, реализуя программы долгосрочного сотрудничества и оказывая целевую финансовую поддержку арктическим районам Якутии. Компания не только строит социальные объекты, но и активно поддерживает инициативы, связанные с сохранением национальных культур, языков и фольклора коренных народов. Николай Коровин, Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Сергей Коротких, Якутск. В День якутской письменности Сахафильм презентовал учащимся столичных школ сразу 2 короткометражные картины «Бабушка» и «Сон или явь». В мероприятии приняли участие исполнители главных ролей. Помимо новых работ, зрителям представили еще 8 социальных роликов, которые направлены на сохранение родного языка и культуры. Эти работы в течение года будут показывать в культурных учреждениях республики. Я снималась в фильме «Эбе». Мы там снимали про бабушку, про родной язык. Там говорится о бабушке. Она заболела, и мы ее лечим. Готовим суп, купаемся, веселимся. Вот так вот. К другим темам. В Мирнинском районе завершился отчет исполнительных органов государственной власти Якутии о деятельности за 2024 год. За 2 дня правительственная делегация под руководством заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной отчиталась перед жителями всех населенных пунктов района. Подробности в сюжете далее. На ежегодных отчетах жители Мирнинского района чаще всего задавали вопросы о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, а также работе энергоснабжающей организации. Сейчас цены что на освещение, что на отопление у нас идут одинаковые. Поэтому для отопления, если есть возможность, чтобы был установлен отдельный тариф на электроэнергию. В селе Арылак жители подняли вопрос об укреплении берега реки Малая Батобуя, так как она все ближе подходит к постройкам. В прошлом году у одной жительницы во время ледохода была разрушена теплица. Нам нужна временная защита в виде шпор для остановки ледовых глыб, которые сейчас в связи с пожаром еще у нас тут обрушаются деревья, и прямо большая вероятность еще больше разрушается берег. Конечно, одним из насущных проблем в любом населенном пункте остаются жилищные. Представители правительства республики и администрации Мирнинского района рассказали о ходе реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, о перспективах строительства нового жилья. Аварийный дом поставили, значит, не только наш еще, там некоторые, еще в 2022 году нам поставили, что мы аварийные. И вот каждый год нам присылают письма, что переселять будут в том году, потом в следующем. Теперь нам опять прислали письма, что нас будут переселять в 2026 году. Пока мы еще не видим правила игры, определенные этой программы, но нужно сказать, что в любом случае конституционное право на жилье, которое исходит из равных условий, да, непосредственно связанное с ветхостью, мы надеемся, что и наша позиция республики, ее всегда глава держит, должна обеспечиться в этом вопросе. В поселке Алмазный небольшой зал поселкового дома культуры был полностью заполнен. Алмазнинцы традиционно проявляют высокую активность во время проведения отчетов, но большинство вопросов, которые прозвучали, находятся в компетенции районных властей. Обсуждали во многих поселениях и качество дорог, также уровень жизни.
Мы говорим прежде всего об участке Мухтуя-Ленск. Да? Этот участок действительно прописан, соответственно, да, как бы за последние 10 лет эта дорога приведена в ненормативное состояние за счет достаточно большого количества, ну всем это понятно, и граждане об этом говорили, да, использования грузовой техники. Меры, которые принимались со стороны Ленского района и Мирнинского района по установлению ограничений, как вы знаете, на въезде был даже пост со стороны непосредственно Ленска, да, тем не менее привел к тому, что безобразным в таком состоянии дорога. Сейчас оперативные меры приняты, которые направлены на уже ремонты дороги. Ну, как все дороги, они всегда ремонтируются, значит, в двухстороннем направлении. И поэтому я думаю, что до 2028 года в программе совсем с проектированием, со стройкой, с добросовестным подрядчиком, чтобы не возникло вопроса, как по мостам, значит, здесь в одном из, ну, рядом с одним из населенных пунктов республики, да, ну, в том числе в Мирнинском районе. Я думаю, что мы сможем преодолеть эту историю. Отчеты правительства проводятся, чтобы напрямую у жителей выяснить проблемы, которые волнуют их. И они решаются. Совсем недавно жители Мирнинского района говорили о необходимости улучшения работы системы здравоохранения, о нехватке медицинских кадров. Общими усилиями сегодня обновлены материально-техническая база Мирнинской центральной районной больницы, и район оснащен медицинскими кадрами. Для Мирнинского района, помимо поддержки республики, действует специальный указ главы Якутии Айсена Николаева, которым определены основные приоритеты для развития района, решения проблемных вопросов. У каждого объекта определена очередность, свои сроки реализации. Анна Васильева, Мирный. Далее отчеты правительства продолжились в Ленском районе. О работе членов республиканского Кабмина в материале Светланы Балеевой. Ранним утром представители правительства, разделившись на группы, направились по населенным пунктам Ленского района. Наша съемочная группа поехала с заместителем председателя правительства Ольгой Балапкиной. Первым отчет состоялся в селе Чемча. Встреча началась с подведения итогов работы правительства за прошлый год. Мы реализуем национальные проекты. Что это такое? Это прежде всего наши новые детские сады, школы, больницы, новые благоустроенные территории, которые появляются в наших населенных пунктах. Это и безопасные качественные дороги, которые постепенно в целом приходят в республику. Ольга Балапкина отметила, что Якутия регулярно помогает ребятам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Это одна из приоритетных задач работы правительства. Продолжается реализация важных проектов – догазификация и социальные контракты. Большое внимание уделяется молодежной политике и модернизации ЖКХ. Это только часть основных направлений, на которые был сделан акцент во время отчета. Что касается Ленского района, то в этом году начнется реконструкция автодороги Мухтуя, она же Ленск-Мирный. Шел разговор о снижении цен на авиабилеты до столицы нашей республики. Также не остались в стороне и проблемы, связанные со здравоохранением. Жители села всегда активно участвуют в отчетах. Сегодня представителям правительства они задали только 2 волнующих вопроса. У нас проблемы у ленчан по транспортной схеме. То есть у нас, во-первых, и самолеты летают, только авиакомпании Якутия. Да, на обследование люди выезжают в Якутск по их тарифам. Ольга Балапкина записала вопросы сельчан и обещала отработать каждый. Когда-то в целом достаточно доступный район в один момент, да, как бы потерял возможности дешевой доступности по авиации, потерял возможности хорошей дороги как таковой. Да. Хоть многое находится здесь, и недропользователей идет развитие, тем не менее эти моменты, они, к сожалению, возникли. И, конечно, людей это не может не беспокоить, да, где бы они ни жили, в селе, в городе. Поэтому все вопросы, хотя развитие идет, очень много делается. Да. Мы прямо сегодня там говорили о том, что оборудование в больнице поставляется. Да. Ну, давайте смотреть на качество врачей. То есть людям уже, конечно, люди требуют от нас более высокого качества жизни. Это естественно, и мы стараемся все для этого делать. Нехватка узких специалистов в районной больнице стоит очень остро. С этим согласен и глава района. По этому вопросу он дал свои пояснения. По лору активную работу у нас главврач ведет. В этом направлении тоже он работает активно, в активном поиске, скажем так. После отчета Ольга Балапкина провела личный прием населения. Многие вопросы были решены сразу на месте. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Более чем в 2 случаев подтвержден вирус гриппа в Алданском районе. Кроме того, по сведениям Роспотребнадзора, в настоящее время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями растет. Можно ли уберечься от простуды и что делать в случае заражения, знает Татьяна Вахнина.
В Алданском районе явно наметилась тенденция к росту заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, на 13 февраля более чем в 2 десятках случаев подтвержден грипп H1N1. Между тем, пока эпидемиологические показатели остаются в пределах нормы. На сегодняшний день у нас санэпидобстановка удовлетворительная, превышения эпидпорогов нет, но намечается тенденция к росту заболеваемости гриппом. Это грипп А, свиной грипп. У него имеется тропность к детям. На сегодняшний день лабораторно подтверждено 21 случай заболевания гриппом А, 19 из них детей. Грипп А или H1N1 в народе более известен как свиной грипп. В большом количестве случаев заболевание характеризуется средним либо тяжелым течением. Кроме того, этот вирус способен повлечь серьезные осложнения. Урон может быть нанесен сердцу, легким, центральной нервной системе или почкам. Как и любой грипп, появляется высокой температурой под 40 градусов, кашель, насморк и тяжелая интоксикация, то есть человек лежит, скажем так. Вот. И, соответственно, он очень заразен. В вакцине в Совигрипп и Ультрикс он включен, поэтому лица, вакцинированные ранее, перенесут грипп на ногах легко. Всем остальным я настоятельно рекомендую обращаться к врачу, не заниматься самолечением. Людям, которые по каким-то причинам не вакцинировались против гриппа осенью, остается уповать на неспецифические меры профилактики. Заражение вирусными инфекциями происходит преимущественно воздушно-капельным путем. Недооценивать серьезность вирусов не стоит. При первых признаках недомогания следует обратиться к врачу, не надеясь на то, что болезнь пройдет самостоятельно. Если заболел человек, значит, он должен изолироваться, то есть не ходить на работу. Дети больные не должны посещать школы, детские сады, чтобы не заражать других. Потому что мы все прекрасно знаем, что РВИ, грипп это передается воздушно-капельным путем. Врачи напоминают всем о недопустимости самолечения. Лишь некоторые народные методы могут использоваться только в качестве вспомогательных, а применение сомнительных способов при отсутствии грамотного лечения только усугубит состояние. Самолечением ни в коем случае нельзя заниматься. Особенно это лицам пожилого возраста, лицам с хроническими заболеваниями, потому что именно сам вирус, осложнение вируса, токсины его могут вызвать необратимые последствия для человека, страдающего хроническими заболеваниями, такими как болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и другие заболевания. Не экспериментируйте со здоровьем. Вирусная инфекция может быть непредсказуемой. В случае заражения исключить риски тяжелых последствий позволит только квалифицированная помощь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Борьба с мошенниками продолжается. В рамках информационной кампании «Осторожно, мошенники» сотрудники Нерюнгринской полиции проводят профилактическую акцию. С правоохранителями на улице Нерюнгры вышла и наша съемочная группа. Несмотря на февральский мороз, полицейские вышли на улицы города, чтобы напомнить горожанам о том, как обезопасить себя от действий телефонных и интернет-мошенников. Нельзя ни в коем случае действовать указаниям звонящих незнакомцев, а также незнакомцев в сети интернет. Переводить деньги на безопасные счета, вкладывать денежные средства в сомнительные инвестиционные проекты, сообщать кому-либо коды из СМС-сообщений и иные персональные данные. Правоохранители разъяснили основные схемы обмана и правила, соблюдая которые можно сохранить свои сбережения, раздавали профилактические памятки с актуальной информацией по соблюдению личной финансовой безопасности, призывали граждан быть более бдительными и поделиться полученной информацией со своими родными, близкими, знакомыми, чтобы предостеречь их от действий злоумышленников. Хотим выдать вам брошюрку и напомнить о том, что нельзя сообщать свои персональные данные третьим лицам. Запомните, банки никогда не звонят, не спрашивают ваши персональные данные, органы правоохранительные тоже никогда не звонят. Поэтому не сообщаем никому. Предупрежден, значит вооружен. Многие нерюнгринцы знают эти простые правила и не попадаются на уловки мошенников. Звонят, но ничего, такие вот прям мошеннических действий не было. Незнакомых номеров трубку поменьше брать, да и все. Но, к сожалению, не все граждане настолько бдительные. Об этом говорят цифры. На сегодняшний день зарегистрировано 18 заявлений о дистанционном мошенничестве по Нерюнгринскому району. Общий ущерб более 6 миллионов рублей. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
В Жатайском техникуме стартовал отборочный этап чемпионата «Профессионалы» по двум компетенциям – судовождение и судостроение. В прошлом году студентам техникума уже удалось завоевать сразу бронзу финала чемпионата. О том, удастся ли юным профессионалам повторить успех прошлого года, расскажет моя коллега Сарглана Неустроева. Еще с прошлой недели конкурсанты чемпионата демонстрируют свои навыки в стенах Жатайского техникума. Результаты отбора по компетенции судовождения уже известны, однако огласят ими победителя только в марте. А вот судостроители за участие в полуфинале и финале чемпионата борются прямо сейчас. Задача участников – сконструировать и собрать деталь корабля. Работают ребята вот за такими вот красными ширмами. Это обусловлено не только условиями конкурса, но и правилами техники безопасности. Ведь любая искра может повлечь за собой неприятные последствия. А искрит много. Орудуют конкурсанты как резаками, так и сварочными аппаратами. Правда, как признается один из конкурсантов Николай Ким, самый сложный этап – подготовительный. Именно в этот момент у ребят нет права на ошибку. Правильно сделанные расчеты повлияют на результат всей работы. Третий этап – это, получается, проверка всех твоих знаний и умений. Так как все сборка, все должно подходить ровень в ровень, миллиметр к миллиметру. У меня пока все получается, все идет хорошо. Чемпионат дарит возможность подтянуть как теорию, так и практику, отметил Николай. Кроме того, одно только участие в нем уже гарантирует тебе трудоустройство на предприятия по всей России. Именно за этим молодой специалист и пришел в профессию. В 9 классе начал задумываться, куда поступать. И как-то услышал новость о том, что вот у нас в Якутии развивается судостроение активно. Вводятся всякие программы, открываются специальные учебные места на предприятии, на Жатайскую судоверфь. И я решил себя попробовать. Перспективная профессия с высокой заработной платой. Да, судостроителям точно не до морской романтики. Поэтому необходимо обеспечить их всеми условиями труда. Такие как раз готовятся на Жатайской судоверфи. К слову, специалисты предприятия выступили на конкурсе экспертами. В Российской Федерации большой голод кадровый в части именно судостроения. Мы тоже его, конечно же, испытываем. И большая надежда на студентов, которых будем параллельно, конечно же, после обучения в техникуме также обучать и на производстве. В новом поколении наше будущее. Впереди у юных профессионалов дальневосточный этап. Кстати, наша площадка оказалась одной из двух в федеральном округе, подходящих для проведения чемпионата. Именно здесь, в Жатайском техникуме, подготавливают самых сильных судостроителей. Поэтому до большого финала у ребят есть время подготовиться и предстать на пике своего мастерства уже в Санкт-Петербурге. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Определены даты проведения главного якутского праздника в Москве – Эсэха. В этом году он состоится 12 июля. Событие традиционно пройдет в парке Коломенское. Каждый год в организации столичного Эсэха принимает участие один из районов республики. В этом году это Амгинский. Именно он в 2024 году проводил у себя Эсэх Улунхо. Делегация района уже приехала в Москву, чтобы ознакомиться с площадкой для проведения праздника. Известно, что церемония открытия пройдет в русле якутских традиций с обрядами чтения и благословления. В программе запланировано также спортивные состязания, выставка-ярмарка народных промыслов, конкурсы, праздничные концерты и многое другое. Эсэх посвящен, во-первых, 80-летию победы в Великой Отечественной войне. А мы знаем, какие очень интересные параллели проведены с Эсэхом Победы 1944 года именно с участием выходцев из Амгинского района. Ну и, конечно же, наш Эсэх посвящен Году защитника Отечества, Году защитника Родины, который проходит у нас в стране и в Республике Саха-Якутия. Нашим земляком, сказителем Устином Гавриловичем Нахсоровым был исполнен в Кремле Тоюк Победы. И, конечно же, мы это обязательно тоже будем обозначивать. И в 1944 году на всей территории Республики Саха-Якутия были проведены Эсэхи Победы по инициативе тоже нашего народного поэта Владимира Михайловича Новикова, Кюндыку Расырова. И, конечно же, это тоже будет у нас основополагающим, ну, скажем, витком сценарий проведения. Такими увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.